Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана поздравил предпринимателей страны с 17-летием со дня создания СППТ. Рустам Минниханов примет участие в Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде. В Туркменистане готовятся к празднованию 4-й годовщины со дня создания благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова и другие новости. Президент Сердар Бердымухамедов поздравил туркменских предпринимателей и промышленников с 17-летием со дня создания Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, направив приветственные слова участникам выставки и Международного форума инвестиций в будущее Туркменистана. Продукция и услуги туркменских предпринимателей должны стать образцом современного качества. Твердо уверен в том, что отечественные предприниматели и в дальнейшем усердно будут трудиться, приложат все усилия для осуществления грандиозных проектов, продвижения начатых работ, говорится в послании главы государства. Вице-президент по лечебной деятельности благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева провела заседание правления фонда, на котором обсуждалась подготовка к празднованию 4-й годовщины создания организации. На встрече подчеркивалась необходимость проведения торжественных мероприятий, включая встречи, выставки и тренинги на высоком уровне. Глава Республики Татарстан в составе РФ Рустам Минниханов в письме на имя председателя Халк-Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова подтвердил участие в Международном форуме мира и доверия. По словам главы Татарстана, мир и доверие – самые хрупкие ценности, в которых сегодня нуждается все человечество. Именно благодаря им обеспечивается безопасность страны и процветание народов, укрепляются духовность и гармония. Форум планируется провести 12 декабря в столице Туркменистана. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил искренние поздравления Константину Сотасуласу в связи с его вступлением в должность президента Греческой Республики. Глава государства адресовал Тасуласу пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, дружественному народу Греческой Республики, мира, дальнейшего прогресса и процветания. В Ашхабаде прошел международный форум «Креативная и инновационная экономика Туркменистана». Форум собрал ключевых заинтересованных лиц, политиков, лидеров отрасли и предпринимателей для изучения стратегии развития динамичной и устойчивой креативной и инновационной экономики в Туркменистане. В рамках мероприятия были затронуты темы модернизации отраслей культурного наследия, роли цифровых технологий в творческом росте, механизмов инвестирования в предпринимательство и важности инклюзивности в инновациях. Особое внимание было уделено поддержке женщин и молодежи в креативном секторе. В конце 2026 года космический корабль, созданный компанией Tesla, доставит на Марс робота Optimus. Об этом сообщил основатель компании, американский предприниматель Илон Маск. Если эти высадки пройдут успешно, то высадки людей могут начаться уже в 2029 году. Хотя 2031 год – более вероятная дата, отметил Маск. В феврале компания Tesla заявила о намерении произвести 10 тысяч человекоподобных роботов Optimus в текущем году. В настоящее время несколько прототипов Optimus уже используются на заводах Tesla, хотя их масштабное внедрение пока не наблюдается. Корпорация Apple намеревается обогатить функционал своих беспроводных наушников AirPods, добавив в них возможность синхронного перевода. Это позволит пользователям AirPods в режиме реального времени переводить устную речь с одного языка на другой. Предполагается, что технология будет функционировать следующим образом. Когда человек, говорящий на английском языке, услышит речь на французском, его iPhone автоматически осуществит перевод услышанного и передаст результат в наушники AirPods пользователя на английском языке. В свою очередь, ответ англоговорящего человека будет переведен на французский и воспроизведен через iPhone. В настоящее время не уточняется, какое количество языков смогут распознавать наушники после внедрения новой функции. Московский «Спартак» одержал победу над петербургским «Зенитом» со счетом 2-1 в матче 21-го тура российской премьер-лиги, прервав серию из 13 матчей без побед над принципиальным соперником, которая длилась с ноября 2017 года. Благодаря этой победе «Спартак» набрал 43 очка и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, обойдя «Зенит» с таким же количеством очков благодаря преимуществу в личных встречах. Лидером чемпионата после 21 тура остается Краснодар, набравший 46 очков. Российский нападающий Вашингтона Александр Овечкин приблизился к легендарному рекорду Уэйна Грецки, забросив шайбу в матче против Сан-Хосе. Теперь на счету Овечкина 887 голов в регулярных чемпионатах НХЛ
НХЛ, и для повторения исторического достижения канадского форварда ему осталось забросить всего 7 шайб. При сохранении текущей результативности ожидается, что российский форвард установит новый рекорд 12 апреля в гостевой игре против Коламбуса. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.